Россия и Украина. Жесткое противостояние с привлечением огромных военных и информационных ресурсов. Главная повестка мировой политики. Я не о ситуации в целом. Хочу остановиться на одном вопросе. Это отношение к военнопленным. На мой взгляд, чрезмерно чувствительная тема в информационной войне. Мы все являемся ее свидетелями. Видео с кадрами жестокого обращения с российскими военнопленными производит удручающее впечатление. В этом контексте в центре внимания СМИ оказался командир грузинского легиона, воюющего на Украине с 2014 года. Это Мамука Мамулашвили. Его бойцов подозревают в жестоких убийствах российских военнопленных. А высказывание самого Мамулашвили по теме взорвало информационное пространство. Да, у оккупантов порой связывают руки и ноги. Мы, российских солдат, я вот за грузинский легион вам говорю сейчас, мы российских солдат ни в коем случае в плен брать не будем, так же, как и кадыровцев. Ни одного человека в плен не попадет. Расследование этих фактов – дело будущего. Я о другом, даже не о Женевской конвенции. Поразмышлять вместе с вами о том, откуда такая жестокость в человеке, который сам прошел 2 плена – абхазский и российский. Сказал, но не подумал, что в плену может оказаться человек абсолютно юного возраста, как это было с ним однажды в Абхазии. Итак, однажды в Абхазии, в 1993 году, в разгар грузино-абхазской войны, 14-летний грузинский мальчик, сбежавший в оккупированную грузинскими войсками Абхазию, где воевал его отец, грузинский генерал, оказался в абхазском плену. С тех пор прошло немало времени, но я решила пообщаться с теми людьми, кто достоверно знает историю якобы пленника, то ли избалованного пацана, которого семья не смогла отговорить от желания поиграть в войнушки, то ли подростка, воспитывавшегося в духе грузинской националистической доктрины об единой Грузии или Абхазия – это Грузия. Летом 1993 году нам был дан приказ взять Сухумгес. В канун наступления на Сухумгес за 2-3 дня к нам представились Гагаринский батальон под командованием Виталика Тарнава, группу Адика Оторба под названием «Ураган». Потом еще группа Гены Моргания. Группа «Тишина» еще была. Несколько рейдов мы туда делали до прихода вот этих остальных подразделений. Мы очень часто в неделю 2-3 раза мы наблюдали за этим ГЭСом. Мы знали, что более 200 человек там находится. Но кто им командует, кто он такой, мне такие сведения с Генштаба не давали, и я не мог знать. С 5 утра до 7 вечера они сопротивление оказывали, те, кто остались. А те, кто ушли, если бы они не ушли бы, наверное, бой затянулся бы на пару суток. А как вы думаете, почему они ушли? Ну, испугались. А и оставили своих и ушли? Конечно. Они даже не подчинились, я думаю. По признанию генерала так и выходит. А в какой момент вы уже смогли ворваться туда? Группа Даура Цугба в жилые дома, когда зашли, они там, погибли грузины, там человек 7-8, включая директора Сухумгеса, и генерал, и его сын сдались в плен. Вот. Они были в этих жилых домах. Они сдались Дауру. А мы еще там ведем бой с этими, которые внутри ГЕСа сидят. Потом Даур связался со мной как с командиром, я являюсь старшим братом его, но еще командир я его был. Он говорит, там лучше сохраните людей чуть-чуть, обезопасьте себя, они все равно окружены. Здесь попался их командир, генерал, настоящий генерал, я его удостоверение смотрел, говорит. Зураб Мамулашвили, отчество забыл я его. И с ним сын говорит малолетний. Я говорю, обоих сюда тащи. Он их привел. Привел. Я ушел там в такое место, чтобы оттуда пули не достали. Он сперва отказывался со мной разговаривать. Потом мы нашли общий язык, и он начал нами разговаривать. Я ему дал рацию. Он связался с теми людьми, которые отстреливались внутри. И они после этого там нашли какую-то белую материю, вытащили белый флаг с 2 ранеными
и там 2 или 3, я сейчас не помню, 30. Они сдались. Сдались, спокойно сдались. Цитирую. «За единую Грузию Мамука воевал наравне со всеми. Вместе с отцом и боевыми товарищами попал в плен, где пробыл почти 3 месяца, испытав на себе все методы ФСБ». Это пишут грузинские СМИ. Интересно, где он увиделся или встретился с ФСБ на территории Абхазии в 1993 году? Неужто в семье абхазского командира, чья мать опекала его? Как во время войны этот молодой человек, юноша Мамука Мамулашвили оказался в вашей семье? Во время войны сын мой, Даур Цугба, командовал взводом. Грузинская группа попала в плен. Среди пленных был мальчик 13-14-летний Мамука. И он, когда его отца посадили, он попросил: «Дядя Даур, можно с тобой поеду?» Он доверился вашему Да, сыну, да, и он попросил сам. его. И Даур привел мальчика домой ко мне. Мама говорит: пусть побудет у нас. Отца Но посадили. Он объяснил, кто этот мальчик. Но это мальчик какого-то генерала, сын генерала какого-то. Грузинского генерала, который воевал против нас. Да, против нас. И он, мальчик, был у меня месяц. Ели, пили вместе. А что вы чувствовали по отношению к нему? Ну, мальчик маленький, без мамы, без отца, я как своего принял. У вас 3 сына воевали, они защищали родину. А этот мальчик со своим отцом генералом, они были в армии, которая оккупировала Абхазию. И вы что, его воспринимали как своего сына? Так приняла его, не знаю, жалко мне его было. Он тихо сидел дома, по вечерам выводила его на воздух, жалко его. А соседи знали, что этот мальчик находится Некоторые у вас? знали. Ну и как? А? Ничего не сказали, что могут сказать. Вы не боялись? Да ну, мальчик маленький, что он этот может сделать? Нет, не Ну, так. его. А вы не боялись, что не сможете его защитить? Мало ли, вот ребята убитых привозили рядом, по соседству это могло быть. Ну, надеялась на Даура, привел его, защищая его, не знаю. Но кто-нибудь приходил, кто, вот скажем, грубо с мальчиком обращался, какие-то вопросы задавали? Нет, Кто-нибудь его хотя бы пальцем вот так тронул? Вот в вашем доме было такое? Нет, не было такого. То есть вы исключаете, что по отношению к нему вообще какие-то действия от работников службы безопасности исходили против него? Нет. Никто его не тронул. Никто его не обижал? Да, не обижал. Здесь бабушка была, здесь дедушка был. Они мне помогали, приезжали сюда. Из деревни вам помогали? Из деревни помогали, да. Сколько дней он у вас находился? Чуть больше месяца. Цитирую. Грузинские СМИ. Абхазскими сепаратистами, российскими боевиками-добровольцами была захвачена семья одного из бойцов подразделения, которым командовал Зураб Мамулашвили, отец Мамуки. С вами были добровольцы? 9 человек из Кабардино-Балкарии со мной были ребята. Это они входили в нашу роту отдельную горно-стрелковую. Наверное, поэтому теперь грузинские СМИ пишут, что эту операцию осуществляли абхазские сепаратисты и российские боевики-добровольцы. Ну, там они не все кабардинцы, там были 2 абазина, там было 2 адыгейца, смешанная группа была. Сколько человек сдались вам? Вот сколько их было? Называют разные цифры. Если честно признаться, около 45, по-моему, я точно не могу. И человек 8 погибших, в том числе вот этот директор ГЭСа. Хорошо. И они все были похоронены на территории ГЭСа. Мы их предали земле, как положено. Пишут, что сначала наши захватили семью одного из бойцов грузинского подразделения. Потом, мол, абхазы поставили ультиматум с требованием сложить оружие, иначе расстреляют
Семью. Что за семья? Или это выдуманная Нет, история это, была? если они хотят называть генерала сыном, тоже же семья. Но там семья директора Гесса была. Жена и 5 детей малолетних. Хорошо, когда вы вели переговоры с Мамулашвили, Они были внутри, их папа уже мертвый на территории этих домов лежал, жилых домов. и никакого разговора, никаких переговоров о том, что вы там семью расстреляют, Абхазы, Откуда, такого? как это может? Я с генералом говорил, давай сделаем так, чтобы они сдались. Иначе и вы, которые здесь сдались в этих домах, погибнете. Я же не говорю, что детей будем расстреливать. Я никогда такое себе не позволил бы, и никто, кто с нами находился там, кроме меня, еще 3 или 4 Очень командира. сильно все переиначили, понятно. Ну, это они умеют, это первый раз, что ли, это Хорошо. понятно. Что стало дальше с пленными? Сейчас С отцом и сыном? Я сообщил в генеральный штаб о том, что к нам попало во главе с генералом в количестве 45 или 43, и в том числе 2 раненых. А погибших, у нас только раненые 2 или 3 человека было, легкие ранения, никаких сложных ранений у наших бойцов не было. Остальные сдались. Мы, говорю, тех предали к земле, их фамилии, имена генерал знает, у него список. Мы копию сняли, себе оставили, а остальное сопроводили Гудауты. Когда открылась Холшенская дорога, потому что тем путем, как мы попали на Сухумгес, их довести нам не представлялось возможным, потому что у нас еще много задач было. Генерала Мамулашвили отправили куда положено, в заключение. Сопроводили. Ну да, сопроводили в заключение. Он находился в заключении в плену. А как сложилась тогда судьба его сына? После того, как мы уже начали, мы их в Шубару привезли, на нашу первую базу, там у нас техника стояла. Когда вы их везли, вот всю группу везли? Конечно. Да, и мальчик, и этот мальчик Мамука был с отцом? Все, он сидел рядом со мной в кабине, а отец сидел в Макузове, связанный под конвоем. Мы их через Охлашенскую развилку на Шубару, через Анух в Афон привезли в Гудаут. До этого я мальчика не сдаю туда, отцу сказал. Приехали к дедушке Даура. Он у нас старейший. Даура Цугба, да. Я говорю, вот так, я хочу, обратиться к руководству нашей страны, в Генштаб, чтобы мальчика не сажать. Он говорит, молодец, что ты так придумал, похвалил еще мне дедушка Владико. Говорит, и надо будет, я пойду к президенту, я буду смотреть, я ответственный, с бабушкой, со своей невесткой. И, естественно, я пошел в особый отдел Едику Ажиба, который знал, куда мы идем. Он пошел к президенту, зашел в Генштаб. Все, мальчика забирайте, за ним будут наблюдать. В том доме, где они живут, в Гудаутах, наверху жили работники СГБ. Базбы Геннадий. Они все знали о том, что этот мальчик там находится. Из каких соображений мы положили, они грамотнее меня, они знают. Ни один абхазец не позволит мальчика 14-летнего, неполных... Значит, получается, что Мамука попал в плен к Дауру Цугба, да, то есть в его подразделение. Да, сперва с отцом они, да. Командир взвода забирает этого мальчика к себе домой. Так оно получается в конечном итоге. Разрешение на меня, как прямого командира, и с разрешения наших вышестоящих начальников. Грузинские СМИ пишут о том, что в абхазском плену Мамука подвергался избиениям, издевательствам. Что на самом деле происходило с ним? Вы в курсе? Я все время интересовался, как он себя чувствует и как он живет. А остальными пленными занимались специальные люди другие, которые их охраняли и которые их кормили. И там тоже условия очень нормальные были. А за этим мальчиком, естественно, я интересовался, кто может подтвердить. Резу Зантария занимался с нашей стороны в Бесланной Кубахе по обмену военнопленными. Иногда мальчик скучал за отцом. Забирали, приходили его, я бы Дидербон на свидание. Уж техли тетя Клава Вахдарбон. Тетя Клава его водила в парк Гудаутский, прогуливала с ними, купила ему Адидас, может, сыновьям моим поможет живыми, здоровыми вернуться.
Бес выпадок прикладывал. Вот. После войны вообще что-нибудь вы о них слышали? Я вот что слышал. Когда многие подходили по обмену, генерал отказывался. И сына не менял, и сам не менялся, пока последний мой солдат не уйдет, я не буду меняться. Он такое говорил, мне рассказывали это. Плен по-абхазски, сказала бы я после услышанного. При таком отношении твоего врага к тебе, которого ты пришел убивать, как не сохранит физическое и психическое здоровье, не сравнить с отношением грузинской стороны к абхазским военнопленным. Совсем недавно в интервью Беслана Кубахи московскому комсомольцу впервые узнала об абхазском юноше Эдварде Джинджоля из Нового Афона. В свое время Мамуку Мамулашвили обменяли на этого парня. По некоторым сведениям, на отца Мамуки. Это не меняет сути. Мы решили побольше узнать об абхазском юноше, в 17 лет оказавшемся в грузинском плену. Оккупированная Абхазия отчаянно сопротивлялась. Абхазская молодежь наравне со взрослыми участвовала в Отечественной войне. Да и альтернативы не было. Я очень эмоционально восприняла эту историю. Вы можете ответить на несколько моих вопросов? Что смогу, что знаю, отвечу. Спасибо огромное. Я хочу спросить, вот как получилось, что ваш несовершеннолетний сын, ему было 17 лет, насколько я знаю, как он оказался в грузинском плену? Все братья, друзья, очень много пошли воевать. И ему сказали, ты единственный мальчик, побудь дома, потом, когда нужно ты будешь, мы тебе позовем, и ты с нами будешь. Уговорили его так. Где, в каком месте он попал в плен? Он попал, когда Сугуровку брали. Часть Сугуровку уже заняли наши, а какой-то час, видимо, осталось, не знаю, в сопках где-то. И они увидели блиндаж, уставшие были, ребята все уснули, зашли туда и уснули. То есть он участвовал во взятии Цугуровки? Да. Во время взятия Цугуровки он попал в плен. А он один или с... Не, с друзьями. Сколько человек попало в плен тогда? Сейчас я скажу. Его одноклассники, два брата, грузинские фамилии, ну, грузины были, и абхазцы, 3, 5 человек их убили, а он 6-й был, совсем моложе их. И когда их окружили, да, и один бегом шел, говорит, человек, вы этого молодого не трогаете. То есть это с грузинской стороны? Да, грузинская сторона. И сказали, вы этого молодого не трогаете, мы поменяем на генерала сын Мамуку. Отец и сына в плену взяли, в Гудауте их там задержали. Значит, их раньше взяли в плен? Да, раньше в плен взяли. Скажите, а ребят других расстреляли, кто был с ним? 4 сразу убили. И моего оставили поменять на Мамуку. Не трогайте его. И его оттуда взяли в плен, в Сухум. И где-то находится там, и его держали. Сколько времени он находился в плену? Почти 20 с чем-то. Дней? Не. Что вам известно о том, что происходило с ним в грузинском плену? Как с ним обращались? Очень плохо. Били ногами, сапогами, даже мочевую вот так сильно били. Ну, он рассказывал, как мой сын. Сильно били, ребра поломали. Ну, что только с ним не сделали. Он еле-еле был. И когда услышал и сообщили этого парня, даже приехал Шеварнадзе, его вывели, мальчика моего сына, и вывели, и ему не понравился Шеварнадзе. А что случилось? Ну, сказать ему нельзя, еще и убьют или что сделают. Ну, сам увидел. А второй раз Карикашвили вывели ребят, и он тоже там был на расстрел. И те, которые их охраняли с Грузии, пожалели мальчика, моего сына пожалели, и его вернули. А с ним, которые вывели убивать, и всех убили.
Расстреляли его. Расстреляли их, а его вернули. Обмен происходил на мосту, по-моему, да? На Гумистинском мосту. Да, да. Вы его там встречали? Нет, видите, тетя, вот эта моя заловка, да, она специально поехала, и этим занимался Кобаха Беслан. Когда вы с ним встретились, как он выглядел? Я его вообще не видела. Ему совсем плохо было, даже на ногах не мог стоять. Вот это вертолетом в Гудаутах, когда привезли, оттуда прямо в больницу отвезли его. Да, ребра поломаны, ходить не мог, вот так и держали двое. И повели его в больницу. Когда они его уже обработали, все сделали, привели к дочке домой. В Гудаутах. Ну, и он на ногах не мог сказать. Да, я обращалась, я в обморок упала там. Мне плохо стало. Потом мама говорит, не плачь. Все равно привели мне домой, и мы его купать повела, и я его... Мама, там не трогай, везде болел. Побито везде был, да? Полчеловека мне дали, потом оттуда... Он вообще рассказывал о том, что с ним было? Вам рассказывал? Нет, он ни отцу, ни мне. Когда отец узнал, ноги отняли, он плохо ему было, он туда не пошел. Но как он себя чувствовал после Очень плена? плохо. Вот в чем это выражалось? Ну как человек, там болел, лечился, но все нервничал, психовал. Как не мог я никого встретить, чтобы я отомстил от себя их кого-нибудь, что-нибудь, что он не смог. Он не смог это отпустить. Нет, нет, вообще не мог отпускать. Он, когда День Победы был, да, даже никого не спросил, все равно поехал. День Победы. 30 сентября. Да, все равно. Я найду того человека, который говорит, меня, говорит, топтал сапогами. Вы заметили, что у него проблемы с психикой, да, с нервами и так далее. Да, где вы его лечили? Вы его вывозили? Он 2 месяца был, и лечили, в больнице лежал. Как его били, как его унижали. И что ему делали, не отходил от мозгов. Не отходил от этого. Нет. А вот что касается обстоятельств его смерти, насколько я понимаю, он покончил с собой, да? Ну, Были у него попытки до этого? не, никогда. И то, что он сделал с собой, это для вас неожиданность? Какой разговор? Если бы даже, конечно, неожиданность. Вот он не простил тем, кто его унижал. А вы что чувствуете по отношению к этим людям? Кроме плохого, я ничего не чувствую хорошего. Что матеря, жалко матеря, проклинать я их сыновей не могу, потому что любая мать не хочет, чтобы ее сын умер, правда? Проклинать я никого не хочу. Но кто специально его так сделал, я Бога день и ночь прошу, чтоб ему дал силу тот, кто ему так сделал, так сам себе застрелился или не видели, где он погиб. Вот это я очень хочу, но я не знаю, кто. Родственники Эдварда, непосредственно взаимодействовавшие с комиссией по обмену военнопленными, пытались не посвящать мать в самые негативные детали ситуации. И дворика нашего не отдавали на отца. Именно на мальчика только меняться хотели. Вот это точно, потому что есть информация, что обменяли его на генерала, на отца. А вы мне говорите, что обменяли... Сама он сериалы смотрел, сидел у Купахи в кабинете, ему он сладости носил, кормили его. Хорошо. Когда вы занимались обменом своего племянника, вы познакомились с этим молодым юношей, который находился в абхазском плену, да? С Мамукой. С Мамукой Мамулашвили. Находился... Где вы его увидели первый раз? Первый раз у Купахи увидела, когда уже Купахи забрал, Бесик забрал уже когда разрешение было. Беслан Кубахи должен был его отдать. Отдать, когда уже они решились, и тогда только у кого он был, тоже не отдавали. Он в частном доме был.
Он в частном доме. Скажите, а у Беслана Кабахи где? Это в городе Гудаута? Там В офис Гудаутах, какой-то? там в каком-то здании он работал, там сидел. Вот туда привели этого мальчика? Этого мальчика привели туда. Когда уже разрешили, отдали, он привел, и у него он... Вот вы его увидели. Скажите, как он себя вел, как он выглядел? Да. Ему было лет 15, по-моему, но он очень наглый мальчик был. Так свободно себя вел, захотел сериал смотрел, захотел сидел, он очень так свободно себя вел даже. То есть, что кто-то над ним издевался, что-то Никто такое? над ним не издевался, он в плену даже не был. У нас в плену в Абхазии не издевались над пленниками, а он в частном доме был. 15 лет ему вообще, как родители пустили его воевать, оружие в руки взяли, дали. Оружие в руки дать и 15-летнего пустить воевать. Хорошо. А почему вы говорите, что он выглядел как очень как-то нагло? Почему он наглый? Когда я зашла, когда он узнал, что... Он же уже знал, что обмен будет, что я когда зашла, он узнал, видно, что я близкая Эдварика. И он так свободно себя вел, нагло, так ехидно на меня смотрел. Когда меняли, я и в аэродроме была, и когда его отправляли, чтобы я видела, что его отправили, и когда Эдварика привезли, встречали, это я была. Если я не ошибаюсь, Челингаров был, по-моему. Да, Челингаров, да. Потому что я с ним разговаривала, тогда тоже я... И вот он поехал с ним, он с ним летал. С кем? С Бесиком. Бесланом. Да. Они летали в Сухум. Да. Взяли Эдварика, а я Бесику говорю: Бесик, я тебе фотографию дам. Вдруг тебе не того дадут. Я боюсь, я не надеюсь. Я ему фотографии дала. Он с фотографией летал туда. И я в аэродроме сидела, ждала. Он побитого нам дали его. Скажите, а вы видели, когда вот этот Мамука Мамулашвили садился в вертолет? Конечно. И как он попрощался, вообще как-то реагировал на окружающих? Да нет, абсолютно. Мы его вели, я помню, он впереди идут ребята с ним, и я иду, и он улыбался. У него не было, чтобы так, он и такой фон, и такой жон, и Эдварда вы вернули. Вспомните, как он выглядел и как он себя вел. Вот сравните его с Мамукой, который возвращался к себе, и Эдварда. Несмотря на то, что Мамука был как в плену, как они говорят, это плен только одно название. Фактически Мамука не в плену был, он отдыхал. В гостях находился в абхазской семье. Да. А наш домой, хотя там 3 раза в день его били, но он приехал в дом, он увидел меня, но у него улыбки на лице не было. А вот как он выглядел, избитый был? У него на спине одни синяки были, у него вот здесь корочка, он голову закрывал, видно, и у него корочки были вот здесь. А лицо? А лицо не трогали. Потом же я увезла его на обследование. Вот это по его рассказе. То, что было в Сухуме и в плену, это вот то, что он мне лично сам рассказывал. Он вам рассказывал, что с ним делали там? Да. Он говорит, утром зайдут и говорят, мол, Эдвард, мы тебе принесли завтрак. А я что-то обрадовался, завтрак. Я толком-то и не ел, но обрадовался что-то. Они бить пришли. Это завтрак был. В обед точно так же. И такой же ужин был. Меня выводили, говорит, 3 раза на расстрел. Он остался в живых, вернулся, пережил все вот эти ужасы и так далее. Как он себя чувствовал? Вот год жизни, который ему остался после этого, да? Вот. Я его забрала в Москву на обследование. А почему вы решили, что его надо забрать? Вы заметили какие-то изменения? Ну, вся спина, где почки, все в синяках, все, я думаю, я его обследую. Вы думали о его физическом состоянии или о психическом тоже? И тоже, думаю, может, немножко... Он изменился? Как он? Изменился. А в чем это выражалось? Выражался, он нервничал очень сильно.
Он нервничал, что, во-первых, друзей потерял, нервничал, что он в плен попал. Но он из плена вышел, но то, что с ним произошло, он это не смог забыть, не мог простить. Вы знаете, что он какой был до того и какой стал. Это была депрессия? Депрессия, можно сказать. Ну вот чисто такой он нервный был, с ним нельзя было так лишний раз спрашивать, даже нельзя было. Обмен состоялся. Мамуку Мамулашвили обменяли на 17-летнего Эдварда Джинджоля. Через месяц абхазы вернули его матери. Когда вы прощались, вот, когда его увезли, скажем так, вот, да, для обмена, как он с вами попрощался? Он что-нибудь вам сказал? Спасибо, тетя Клава. Большое спасибо, говорит, и все. После войны, вот столько лет прошло, что-нибудь он вам передавал вообще? Он Нет. интересовался вами, как вы живете? Больше я его не видела. А где он сейчас, как вы думаете? Что-нибудь вы слышали о нем? Воюет, говорят. Где, Не знаю. Где воюет? На Украине. Скажите, вы не жалеете, что вот так хорошо его приняли, этого непрошенного гостя? Ну, просто мальчика жалко без мамы, без отца. Я, как мама, смотрела его. Как вы думаете, он это понял, оценил? Не знаю, это его дело. Плохое что-то, чтобы он сказал, я не думаю. Потому что я ухаживала за ним, как своего. В доме находится мальчик без мамы, без отца. И я его приняла. Пожалела. Грузинские СМИ, как всегда, смакуют придуманные ими же небылицы. Цитирую. После трехмесячного плена, систематических издевательств, избиений, имитации расстрела Мамуку удалось обменять на абхаза. Ну, сам Мамука ни одного дня, значит, не находился под арестом, что называется, да, он был определен в семью одного из бойцов этой группы, которая брала их в плен, и он находился наравне с детьми в этой семье, и одинаково за ним ухаживали как и за своими детьми, так и за ним. И кормили, и обстирывали, и никакого там грубости никакой не было. То есть, вы не помните, вот иногда пишут, что он якобы сидел в Абхазии 3 месяца, он находился в плену. Думаю, нет, есть не 3 версия, месяца. что около месяца, где-то 20 дней или 30 3 дней. месяца в плену находились у нас остальные люди во главе с отцом. Если в июле мы их взяли в плен, то июль, август, сентябрь. В сентябре после войны мы отца обменяли. После войны. Это очень интересно. После войны мы обменяли, да. Но мальчика мы обменяли гораздо раньше. Я сейчас не помню сколько, но он очень недолго находился у нас. И, давайте я вот постепенно вам расскажу, да, чтобы была понятна атмосфера того, что там происходило. Военнопленные, которые находились у нас, значит, никакой грубости по отношению к ним не было. Все были в равных условиях, так сказать. Причем они сидели на гауптвахте. И у нас была гауптвахта, где сидели и наши бойцы, которые проштрафились, так сказать. Да? Единственное, были разделены, что военнопленные в этом блоке сидят, допустим, а наши бойцы, которые проштрафились в другом блоке. Условия содержания были абсолютно одинаковые. Было лето, было очень жарко, значит, и я каждый день приезжал к военнопленным, сразу мы обеспечили доступ Международного Красного Креста, и через них, значит, они передали информацию уже туда своим родным, что они живы, здоровы, значит. Попросили сигарету. Сигарет мы себе не могли купить тогда, но я им поехал на рынок, купил табак, значит. Табак купил, вот табак хороший, наш, абхазский Samsung. И вот доверие было настолько сложилось вот за эти месяцы, да, пока они у нас находились. Когда они получили первую посылку через Международный Красный Крест, то в этой посылке у них были сигареты тоже. И вдруг, когда я к ним приехал, обычно я по вечерам приезжал, значит, и приехал к ним, значит, и они мне решили подарить пачку сигарет.
Но я категорически отказался, значит, я говорю, я знаю, насколько это важно для людей, находящихся в заключении, я не могу у вас взять ничего. Вот тогда они, значит, взяли, и каждый из них расписался на этой пачке сигарет и говорят, вот это в знак нашего уважения к вам. Значит. Я почему это рассказываю? Я хочу вам показать атмосферу того, что происходило в тот момент. И насколько это не вяжется с некоторыми заявлениями, которые делал потом Мамука Мамулашвили, который рассказывал об ужасах абхазского плена, как я где-то это читал, значит, в одном из его интервью. Теперь касательно его самого, значит, непосредственно, да. Его увезли сразу в семью, значит, и он там жил, находился. И мы находились в контакте с грузинской стороной, и когда возник вопрос... Вот по вашей информации, он хоть какое-то время находился в камере, в изоляторе? Ни одного часа не находился. Сразу его отвезли, значит, и туда отдали. Значит, когда мы вели переговоры, и они говорят, ну вот у нас мальчик, у вас, говорит, находится мальчик, вот сын этого Мамулашвили, значит, он маленький. Я говорю, ну он у нас не сидит, я говорю, он в семье находится. Ну, верните его нам. Я говорю, хорошо, давайте вернем, но давайте тогда вы нам тоже нашего мальчика верните. Я говорю, а у меня же были списки людей, которые, значит, находились в плену. И вот среди военнопленных у нас оставался один-единственный человек на тот момент. Это был Эдвард Джинджоли, афонский мальчик, значит, хороший парень такой был, значит. Перемирие было у нас в это время, значит, на фронтах, и вот на Гуместе мы, на Нижнем Гуместинском мосту, значит, забрал я мальчика, значит. Вы забрали кого? Эдварда Джинджоля? Нет, Мамуку? Мы его забрали из Гудаут и повезли его в Ишер на Нижний Гуместинский мост. Вот когда мы туда приехали, вышли на середину моста, с той стороны стояла большая группа грузинских журналистов с видеокамерами, и которые очень встрепенулись прямо, когда вот увидели, что мы идем уже, значит, и так далее. Но я думаю, ожидания были такие, что они же разогрели, так сказать, общество к тому моменту, что из абхазского плена, из застенков, где мучили ребенка, значит, вот наконец он возвращается. А тут выходит парень, абсолютно чисто одетый, выглаженный, вычищенный, улыбается, с хорошим настроением, значит, и так далее. И когда они увидели, да, жует жвачку, значит, надувает шары, значит, там, и так далее. И когда они это увидели, они даже снимать, по-моему, перестали тогда, потому что сказали, ну, это не то, что они ожидали. Неинтересно было уже. Все, с кем мы смогли пообщаться об обстоятельствах грузинского плена Эдварда, подтверждают жестокое обращение с ним в грузинском плену и случайность того, что он вообще выжил. Эдвард Джинджоли, значит, когда мы отдали этого мальчика, который улыбался, который был чистенький, выглаженный и так далее, и, наконец привели Эдварда, бедный, ну, я вам скажу, он был не сломлен духом, конечно, крепкий парень был в этом смысле, но состояние его оставляло желать лучшего. Очень тяжело шел, и потом долго лечился, значит, после этого. Вот, молодой парень, значит, 17 лет, вот такой вот был. Его судьба, конечно, сложилась, к сожалению, трагично. Понял ли тогда, еще юного возраста Мамулашвили, глубину своей абхазской истории? Почему командир Даур Цукба, без вести пропавший после войны, молодого пленника привел в свой дом и поручил его своей матери? Что касается Эдварда Джинджоля Афонса, его эта боль не отпускала. Через год 18-летнего парня не стало. Красивый, зажиточный абхазский двор Джинджоля в Новом Афоне лишился единственного наследника. Героизировавшие образ Мамуки грузинские СМИ в цинизме переиграют кого угодно. Цитирую. Несмотря на пережитую психологическую травму, Мамука смог вернуться к обычной жизни, получив высшее образование в Грузии, продолжил его во Франции. Полагаю, что о Женевской конвенции об обращении с военнопленными Мамулашвили в курсе. Однако знать и следовать определенным нормам часто не в одном алгоритме действий людей.
Другое дело абхазские командиры Лёсик и Даур Цукба, а также простая абхазская женщина Клава Чкотова, выдержавшие испытания человечностью в самой непростой ситуации. Так разнятся представления о чести и достоинстве у абхазов и грузин. Любая абхазская семья с ребенком отнеслась бы так, как отнеслись братьев моих в доме. По-другому абхазцы не могут. В контексте ситуации на Украине, где воюет Мамулашвили, все чаще СМИ вспоминают про его абхазский плен. Поиски высказываний Мамулашвили на предмет его абхазского плена привели нас к публикации в интернете грузинского автора под заголовком «Душераздирающий рассказ командира грузинского легиона». Ссылаясь на документальный фильм грузинского канала «Имеди», автор пишет, позвольте процитировать. «За единую Грузию Мамука воевал наравне со всеми. Вместе с отцом и боевыми товарищами попал в плен, где пробыл почти 3 месяца, испытав на себе, по его словам, все методы ФСБ». Нам удалось найти этот фильм и послушать рассказ самого Мамуки Мамулашвили. Звук дверей гудаутского изолятора по сей день стоит в моих ушах. Внутри изолятора была удручающая атмосфера. Меня успокаивало то, что отец находился в камере рядом. Похоже, что грузинские журналисты пытаются вытащить из своего героя жесткий рассказ о его пребывании в абхазском плену. С одной стороны, он не может озвучить неприкрытую наглую ложь. Немало в Абхазии людей, очевидцев и участников этой истории. С другой стороны, он не опровергает измышления его земляков-журналистов по этому поводу. Меня, знаете, что потрясает вообще в этой истории? Да? Это, конечно, такая большая человеческая трагедия, на самом деле. Да? Господь дал ему шанс, этому мальчику. Да? Он мог погибнуть вообще просто, да, во время боя какого-то там и так далее. Он выжил. И Господь ему дал возможность распорядиться своей жизнью по-другому. А вместо этого он вдруг оказывается участником боевых действий на Украине, на стороне Украины, естественно, он сейчас воюет. Мало того, он, значит, не просто рядовой участник этих событий, а собирает, значит, целый легион, как они говорят, значит, и вербует людей, которые воюют там. Уже много погибших, мы знаем, значит, среди тех ребят из Грузии, которые воюют на Украине. И мало того, значит, последние события, которые произошли, это вот издевательство над военнопленными, которых расстреливали, так сказать, и среди них оказался один из представителей Грузии. Пока я готовила этот материал, появляется новое интервью Мамулашвили, где вновь прозвучал интересующий меня вопрос об абхазском плене. И он ответил журналистам в неожиданном для них ракурсе. К тому времени я уже записала беседу в семье Цукба, где он нашел приют, никак не унижающий его человеческое достоинство. В 14 років ваш батько взяв вас на війну, це була Абхазія, і потім в 15 років ви попали в полон. То, что касается самих абхазов, они очень человечно относились к военнопленным. Возвращаюсь к исходному видео. Ну, сейчас мы российских солдат ни в коем случае в плен брать не будем, так же, как и кадыровцев. Ни одного человека в плен не попадет. Захожу на его страницу и ищу опровержение. Но, увы, этот отрывок Мамулашвили говорит, что российские СМИ вырвали из контекста. Однако это видео выкладывается здесь же на его странице неоднократно. В таком случае спрашивается, почему он его не удаляет. Более того, здесь же нахожу его другое высказывание, в котором по-своему обосновывает необходимость нетолерантного, негуманного отношения к российским военнопленным. Знаете, я сам был 3 месяца в российском плену, и я видел, как там убивают женщин и детей со связанными руками, мирных жителей. Так что вы думаете, мы должны толерантно относиться к российским солдатам? Признание грузинским командос человечного отношения абхазов к военнопленным по-настоящему будет представлять ценность, если то же самое будет нормой и для него.
и для всех, кто в военной форме и с оружием. Когда идет война, да, две стороны воюют между собой, есть такие незримые маркеры, да, которые показывают, да, кто все-таки выиграет в этой войне. И одним из этих незримых маркеров является именно отношение к военнопленным воюющих сторон. Если сторона, которая пленила бойцов, да, и обращается с ними достойно, то это говорит о том, что правда на этой стороне. Русская тема, похоже, не отпускает Мамулашвили. Если русские, как он утверждает, убивают украинских женщин и детей со связанными руками, тогда каким образом остался в живых, освободился из русского плена он, командир легиона, воюющего против России? Похоже, история его ничему не учит. Мамука за так называемую территориальную целостность Грузии, Эдвард за единственную любимую родину – это разные истории и разные пути. И наши пути, как по Киплингу, не сойдутся никогда.